Баймакский район Башкортостана – один из крупнейших в регионе. Славится он сельским хозяйством и полезными ископаемыми. В 30-х годах 19 века здесь начали разрабатывать золотоносные месторождения в верховьях реки Худалас. В 1992 году на восточном отроге хребта Ирындык на Урале, недалеко от деревни Кусеева, прямо в земле, механизатор совхоза Ирындыкский Радик Утягулов нашел уникальный золотой самородок, похожий на медведя. Отсюда и название – Ирындыкский медведь. Из современных новостей. В Баймакском районе строят новые школы и детские сады. В планах ледовая арена в Баймаке и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Темясово. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Зауралью. И первый объект – школа номер 5, детский сад в микрорайоне Южный, города Баймак. Evet, Allah'a şükür Raди Фаритович. Халык шатма, yok mu? Халық сат бұл мектепке Ради Фаритович. Ну, әйттелер ме несе кукай бар? Вице-министр образования совещание өткерді, БКС өткерді. Бірден алып бишке текілім мектепте очно оқидар. И 11 класс тоже мында. 11 класстар очно оқиды, 6-сы, 10 класстар дистанционно оқиды. А дистанционно несек мүмкіншілік бар ма? Біздің мүмкіншіліктер бар, дистанционно алдағы ядығын оқыған вақыттағы форматта оқиясақ, қайбір балаларға етіңкіремеген оборудование өдеуді болған ноутбуктарды береді, ярдам етеді, ішлеуді. Форматта бір тапқыр ішленік, қадыр ішлей алыр өтейді. Ну, әзірәк үйренегіз жүрдіңіз? Білдік, үйрендік. Баймақта проблема жоқ. Ауылдарда, конечно, дұрыстар бар. Ауылдарда проблема болсын, халық жүресін деген мектепке. Шунда оқысынар. Анда малокомплектный бітін. Малокомплектный. Анда угроза жоқ ол теге коронавирустан. Қайда возможностьтары онда бір оқытан шақырды. Бұл мектеп Ради Фаритович Башқұртстанның 100 жылдығына 100 объект проект негізінде төделді. Мотор кіріп шықты. Мотор келіп шықты, республикалы мотор. Мында теге бақсалар ма? Мында, Ради Фаритович, 240 ученических мест и 120 на детсад комплекс. Әлі толы ма, жоқ ма? Толы. Ради Фаритович, во всех образовательных учреждениях у нас работают ковидные инспектора. Бик хейбет, яхшы идея. Ну, ярдам келе ма ана? Конечно, ярдамы бик зор, потому что олар уже чувствуют Уже ответственность. білелер, да. Это дошкольный группадан баштады. Білек, блок біздің тулығынса 6 группанан балалар бақса болып тұра. Южный күнек біттәнің халыққа бик есенді, балалар бик көп. Сондықтан да әрбір группалар тула. Бұнда первый этажда ясельный группалар, екінші этажда средний группалар, средний группаларды қарып сығайық. Бұл бәлекестер ауырмайлар. Ешіктен енгенділі термометрия өткеріп, дезинфекция өткеріп, бүтін үстерді қарап өткеріп тұрады дейді. Ради Фаритович білекті средний группаны қарап сығайық. Воспитателер тулы. Воспитательдер штат тулы, оқытушылар штат тулы білдің. Бұнда білдің группа. Бұл ұйқы бөлмеге болып тұра, осындай ұйқылайлар, бұнда игровой бөлмелері. Ради Фаритович, по санации бик удобно келіп сақты, потому что күні бойы қояш біляқтан түші. Спальныйдар теге яқта бейтейді. Удачно келіп сақты. И мына біляқта игровой площадки. Вот Ради Фаритович, благодаря вам, потому что резиновое покрытие мы получили. По проекту было другое. Года 2 назад, наверное, в Баймаке не было резины вообще. Это первый. А сейчас сколько резиновых у вас здесь? Так, все детские площадки в рамках комфортной городской среды, так, 4 у нас резиновые площадки. Вот, раньше же не было. Дети же падали, я каждый раз падают и разбивают себя. А тут бегают, сломя голову. Отлично просто. Был музыкальный зал Ради Фаритович. У нас в Баймаке такого нет. Потолок шума нет. Просто здесь эхо нет вообще. И у них уже есть определенные результаты. Дети активно участвуют на муниципальном этапе разных конкурсов. Вот активно они начали участвовать. Вроде бы, как можно сказать, это сельский, вот не город, а сельский, но все равно на уровне городских они участвуют на всех. Здорово. Даже здорово. Сейчас мы обратно переходим в школу.
Это начальный блок. Это вот дистанцию разрисовали, Это да? станция, да, во всех образованиях. Вот такие учебные кабинеты. Это уже начальная школа, да? Это, да, это уже школа, да, начальная школа. Второй этаж, третий этаж, начальные блоки. Вот такие кабинеты. Во всех кабинетах такие интерактивные доски установлены, да. Все условия соответствуют. Штат учителей тоже полный, Да, все нормально. 19, да, 19 учителей. Дефицита вообще нет здесь. Так, а с преподаванием языков что здесь? Преподаванием. Ну, у нас русский язык, английский язык и второй иностранный язык, немецкий язык. Спортивную борьбу в школу вели в этой школе. А, вот она, да? Открытие было, открытие было 9. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И Айгиз Юлаевич, 9 октября сертификат получил. сертификат, сельский Ты тренер. получил сертификат, да? Да, он первым получил. Пацаны ходят, да? Ерлер ме? Ага. Бір курс өттіңіз ме, yok mu? Лекционный. Я бедерер ме, yok mu? Өтәсіз ме? Ярым? У нас специализация спортивная борьба, Радив Харитович. Берег основывательно это күрәште алып баргандар, перепрофилироваться итәләр. А вот у него, вот у Айгиз Юлаевича, Альмир Мухаммедовича, у них борьба, греко-римская борьба. Да. Молодцы, молодцы. Молодцы. Зал үшін зор рахмет, балалар. А башқа секциялар мында бар ма, yok mu? Греко-римский. Был мектепте. Yok, на фокта бар ма, баймақта? Бар ма анда? Егетлер бар ма, тренерлар бар ма? Бар. А, я? Мен вторая школа, и мында Екі мектепте апара бар. Вот этой ногой назад. Радив Харитович, по вашему поручению мы предоставили список. 5 кандидатов предоставлено. Так, один получил. Трое в этом году получит. И один Боксер на следующий год уходит. на 21 Там я год. просил, чтобы Тимясова там борьбу тоже. Да, да, Есть, включили, да, есть. Включили, да. У многих ошибка. Заходите, да? Хоть на рывком, хоть нырком. Заходите, таз у вас далеко. Почему? Не должны. Вы должны всегда прижиматься. Я вам всегда об этом говорю. Не забывайте. Раз, ушел, прижался хорошо и закрутился. Все. Опа. Тут даже можно повыше. Можно 2 балла забрать. Молодцы. Надо раньше фотографию. Давайте фотографируем. А можно? На И там идите сюда. Мальчики, давайте построимся. Спасибо. Рахматы. Спасибо, спасибо, Балар. Спасибо, ребята. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Я... Очень Удачи. рады вашему Спасибо. визиту. Да, давайте. Очень приятно. Будем поддерживать ваших ребят молодых, вас поддержим, еще будем строить. Развивайте, это самое лучшее, что мы детям в школе можем дать. Это вот, мы в этом году 46 уже школ сделали, а план у нас до 2024 года 200 школ. В 200 школах мы сделаем это и будем проводить большой республиканский турнир как раз школьной борьбы, которые вот мы уже Я потихонечку... читал, там школьная лига называется. Школьную лигу будем проводить и так далее. А так, и еще раз говорю, что мы, несмотря ни на что, каждый год будем вот молодых тренеров вас поддерживать нашими грантами. Поэтому тоже заявляйте, я буду помогать. Ради Фаридович, у меня это один вопрос. Это, если возможно, если есть возможность, вы знаете, я хотел просто в известность поставить. Нам для развития надо, мы тренировки проводим, это одно. Регулярно нам, чтобы у них побудить интерес, их особенно вот это побуждает, стимулирует соревновательный процесс. Ну, соревнования. Нам надо ездить. Это, если нам нужен автобус, в общем, вот так хочу. Смотри, я могу вам автобус дать. Кто содержатель будет, кто водитель будет. Очень строгие правила перевозки. У вас есть автобус? Есть, возможно. Но он правильно говорит, тренера все просят автобус. Они сели, вещи бросили, поехали там и так далее. Сейчас же так. Вы подумайте, пусть они скажут мне. Там единственное, я говорю, потом что начинается? У кого на балансе, кто содержит, там кто водитель, очень важно. Детей же возим. Это очень высокая ответственность. Поэтому вы подумайте, поручение оформите, да, пусть глава мне представит. Ладно? Рахмат. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Мальчики, скажите до свидания, всего До доброго. свидания. Радив Харитович, спортзал нас показан. Хороший, светлый. Тоже вот по вашему поручению, можно сказать, с резиновым покрытием спортзал сделали. Да. Очень удобно получилось. Красиво, светлый. Спортзал, там у нас раздевалки для девочек, для мальчиков, оборудование полностью. Душевые есть, все есть у нас. Да, отличный спортзал. Да.
Отлично. Ради Фариш, такого спортзала у нас в районе нет. Вот он появился. С таким потолком, с таким освещением, оборудованием, обеспечением. Вообще. Знаете, вот они говорят, такого зала не было. Не было у нас. Да. Сейчас еще ледовый-то мы построим все равно, правильно? Сейчас проектируем на следующий год. Проектируем, да? Сделаем. Считай, вот мы ледовый еще построим, уже получше будет. Потом порядок наведем в Баймаке, уже хорошо. Хороший дворец. Столовая как организована? Аутсорсинг или Нет, у нас самостоятельно. Самостоятельно, да? Ага. Продукты полностью. горячее питание сейчас организовали? Полностью организовали, да. То есть вот завтра дети придут, они будут кушать? Они будут кушать, конечно. Съедают до конца, нет? Ну, когда как. Когда съедают, когда не до конца. Ну, Ну, у нас особых таких, конечно, вопросов нет, потому что у нас повара свои. Они уже знают, каждого ребенка знают, и для каждого уже как бы индивидуальный подход. ну да, индивидуальный подход. И вот у нас безналичный расчет. По Мы БРСК полностью работаем. А как вы сделали без наличия? БРСК через БРСК. А, у них карта, что ли? Карта, Серьезно? Да. Покажите, у вас же есть У такие меня в карты? телефоне остался. У сотрудников есть. А так, вот приходят дальше. Да? Нет, они на лицевые счета по БРСК, на лицевые счета родители деньги кладут. Потом мы каждый день детей отмечаем. Или у нас система контрольного управления Да, доступом оттуда. работает, они Электронно. через турникет проходят, информация идет в электронный журнал, и это же является и карта оплаты питания. И в то же время они действуют как проездные. Как проездные. Вот я от чего добивался. Да. В Баймаке они уже это сделали. Да, мы сделали здесь. Молодцы. Мы сделали это. В Баймаке это сделали. Весной начали работать, значит, БРСК. Удобно же, да, ведь? Повара составлять, да. И с 1 сентября сразу начали. Ради Фариш, родители говорят удобно. Ну, Родители конечно. говорят И удобно. дешевле. Отлично, молодцы. Стоматологический кабинет. Мы, скажем так, муниципалитет обязательно на себя взяли. Мы кабинет подготовили. Полностью ремонт за счет местных Где? бюджетов В этой сделали. школе? Вторая школа. Вторая школа. Там детей, 970 детей, по количеству детей самое большое. Вот поручение сделайте. Сейчас вопрос, Ради Фариш, остался только в оборудовании. Во второй школе обеспечить создание стоматологического кабинета. У них один только, мы там были в той школе. Четвертый, да. Номер 4, Вот во второй прям в школе поручение Забелину, там Назарову. Да, это небольшие деньги. Потому что на Баймак это будет уже вторая стоматология школьная, это уже детей мы сможем прокручивать. Да, Ради Фариш, вы предлагали, например, в Темесово, а там уже у нас есть суп, там Ну кабинет все, есть. тогда Поэтому все, мы тогда в Баймаке отлично, его да, оставили. здорово. Баймакская земля богата полезными ископаемыми. Здесь, без преувеличения, все особенное. И облицовочный камень-плетняк тоже. Специалисты говорят, что златолит у села Темясово, это один из его видов, различается по цвету и оттенкам, но имеет одно сходство – блестит в той или иной степени на солнце в зависимости от процента содержащейся в нем слюды. Глава Башкортостана Ради Хабиров на одном из предприятий, где добывают и обрабатывают камень. Набыл готовая продукция инде уже. Қая барал? Ну, основном Московская область, Алалар ма? Санкт-Петербург. Өздері келіп алалар. Интернетке баягы объявление бергенбиз. Şu үйлөшөбүз да, ушулдар келип алалар. Қайдан ташыйсыңыз? Ярак мı? Карьер бар, şu карьер. 3 километр ярым. Оформленный, нормальный карьер. А бірей ойлар жоқ ем, мына бірей мында резко на қойырға, точно, станок қойып. Обработка эшләге. Ойлар жоқ ем. Үйлөр бар эне, баягы биз самодельный станокта коюп иштеп карагайны бол. Себестоимость артала, хакыйкатыраак болала, алыс хизмет ауырраак бола. Бүтін ішті. Это Хорландадырак экономика, да. Шуга биз аны кыркып уйлап некени по заказу гана айтабыз, давай если экен размерин айтабыз, биз кыркып беребиз деп. Этот камень невероятно красивый. Честно говоря, у меня во дворе у самого такой был камень. Он очень красивый. У него такое ощущение, что вот как золото в крапинке. Вот такое. Да. Очень качественный, очень красивый. Он же какой вот он, на солнце как играет. Ну, по Уралу есть. Если, Ради Фариш, Андрей Геннадьевич, переработать, он прямо светится вообще. Вот это. Ушунда вот так.
Да, как золото. Это блестит на руках. Ае. Золотолит. Мында теге башка шашмалар мы юк, нелегалы юкмы? Бармы нелегал? Я сетілмей, хәдір. Чернокоптарды, Ради Фарич, бастық бедалары бастық. Мен поручение беремен, мында тагы килер министр. Ул килер хәдгә ярдәм эшләргә. Нинде ярдәм помочь нормально оформить до конца. Вообще күпмәгә менә китә ул. Яйга hem de altın, hәдір уже 5-4 ярыр. Менә был Ушы бір поддон, е? Бұл поддон 0,75. Бұл бір куб түгел. бір куб ма. Бұл бір подъемный баяғы, подъемникқа қарап нетеді. Bizim погрузка где-то 45 минутта зор машина тебе ебаралабы, механизированный енді. Но остальные все руками работают. Қолмен эшлеп едім. Бұлар официально ЕРАИСта весь зарегистрировались бұлар? Да, күпме кеше эшләп хәзер? Когда мен 6 кеше. 6 кеше. Менен башка биш. Мында местныйлармы? Ай местныйлар. Үзегездә будан, үзегездән гыя. Біздің елына план бойынша 300 куб сдавайтерге проект бойынша эшлейдер. Уже келіп тексерілер бетін. Шуға артық та эшлеп булмай кәмдә, шуға ориентироваться итәбез. Менә ярдәм буенча ярдәм нидә кирәк сезгә? Ярдәм Неме була? Информационно-методологически ниде ярдәм кирәк һеҙгә? Меры государственной поддержки, информационный министерство природных ресурсов, мәсәлән, ниндәй ярдәм? Субсидия бирсәк, неме аласыз? Техника аласызмы? техника субсидия бирсәк, экскаватор алырбыз. Арендовать итәбез. Землеройная техника. Biz arendовать итеп, шу 2 айга бер эшләтеп алабыз, адакта кул менән эшләйбез. Алашлай фирмалар менә şirketләр монда күпме? Һез күпме монда? Берничә бар инде. Монда Султанов дигән бер тәшистә инде. Арамнутагар. Аның да лицензия бар. Мине. Аны объем күбрәк инде, дурак мен бәләкәйрәк. Ае. Но берничә şirket бар инде. Бында Ради Фарич вакытында 12 лицензиат бар инде. Когда мы начали заниматься вплотную алармынан, хәзер остались трое лицензиатов, которые имеют на все основания добычи, разработки и реализации. Вот в том числе и он. Остальные все прекратили работу. А по акведам они же под Минпромом все-таки, да? Да. Значит, сформулируйте поручение Минпрому, вот вместе с главой вникнуть вот суть происходящих событий, разобраться, да? Во-первых, разобраться вместе с Минприроды, нелегалов нету точно, если нет. И второе, продумать какие-то меры, вот штучная поддержка. Вот у него 5-6 человек работает, уже хорошо. Там понемножку, чтобы вот какую-то помощь. И Беляеву поручение изучить, соответственно, вот этот камень, чтобы мы сами стали заказчиками этого камня на наших общественных пространствах, да. Я один камень возьму, вот этот. Проект буенча бер эшләгән баягы анализ воздуха, анализ воды, радиационный анализлар biz беріп, платные все делаем, все документтар бар инде. Керек. Біздің Ради Фарич еще мына иметіп айтайым дегенім. Мына хәзер біз 11-нче елдан лицензия алдық. 12-нче ел эшләп башланык. Почти 10 елга итеп келе, опыт бар. Ташларга егеттер устарды, бездә документальный весь министерство бит отчетлары виз беләбез бит. Если безнең шул әдәрәхездән поддержка булып, еще карьерда расширяться иткәндә без могли кешеләр эшкә күбрәк алырга могли. Так, и вот его предложение по расширению карьеры не жалко. Я түгел бит инде. Давай. Рабочие места еще орындары. Безнең опыт бар, практика бар. Без хотя не специалисты, но уже на инде. Хәзер уже все отработали. Это ведь менің мақсатым болды бірінші нелегалов вообще убрать. Вот убрали потихонечку, тише же сейчас стало. Убрали. А теперь вам помогать. Улектан хәзер рәхмәт. Потому что алар безнең базарда сбили было. Хакы менән хәзер уже бәхәйбән. Уйды хакы я була. Договорились, пошел бәләкәскенә программный штраф, яме? Субсидия, мына әйтәсегез, экскаватор. Мына киләсәк елны мына эшләр инде. Мен тағы келіп сәгірмен Ради Фарич, позвольте, промышленный патриотизм, то, что вы достаточно часто в последнее время говорите, вот оно здесь. Пожалуйста. И мы берем какие-то некрасивые там брусчатку, которые уже, этот камень сам по себе очень благородный. Просто научиться им работать, ну это уже как наша задача. Спасибо.
Физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в селах – это уже реальность. Глава Башкортостана Ради Хабиров на стройплощадке будущего спорткомплекса в селе Тимясово Баймакского района. Все, окончательно мы определились, да, что будет? Да? Ага. 15 ноября уже заходим в экспертизу. Ага. Ну, универсальный будет этот зал 36 на Ага. 17. Так. Бассейн, 4 дорожки, 25 метров. И небольшой тренажерный зал 175 квадратов. Угу. Ну, плюс сопутствующие раздевалки, душевые. Тут второй этаж есть, нет? Нет, А мы второй специально этаж. ушли Ага. от МГМ, от лифтов, чтобы в один этаж все. Ага. Подрядчик понятен, да? Вы будете делать? Да. Опыт есть такой, нет? Да, есть. Строим. Вы же, по-моему, местные, да, где-то отсюда? Да. Вы баймакские? Баймакские, да? Вы потянете, нет? Потянем? А вот понимание по коммуникациям, здесь коммуникация нет, понимание есть? Есть, по Все уже... Ну, просто очень много будет вложений, порядка 70 миллионов на все коммуникации. Не, я понимаю, но раз взялись, мы сделаем. Вообще, чтобы понимали, мы деньги очень тяжело нашли для этого объекта. Просто я обещал, что начнем. Вот. Поэтому такое решение приняли. А здесь у вас же это поле сабантуйное, да? Это стадион. Это стадион. А? Стадион. А, стадион это, да? Да. Пойдем посмотрим, что у нас там. У нас еще... Мы о чем договаривались еще? У меня ремонт административного здания. Идет он сейчас или... Пока мы документы готовим, культурное наследие, Ага. с нами связались, они приезжали, все посмотрели. Это объект Ради Фаридж культурного наследия. Да, я помню. Да, они приезжали. Дорогу мы договорились, дорогу вам весной сделаем. Весной. Да, Да, видно, это глава обещал. Это я наберу на Так, что мы там еще договаривались? Отсыпку все мы сделали, 7 улиц, которые народ просил. Все мы тут Рахмат Этер, Это вообще, Ради Фаридж, качественно получилось. Отлично получилось. Вот Ради Фаридж, как раз видно то здание сельской администрации. А где оно? Вот она, вот, около мечети. Вот мечеть, и прям правее, да? Да. Вот это здание, бывшее здание педагогического училища, которое сейчас в Сибае у нас находится. 32 года постройки. Раиф Рамазанович, группа все были, работали. Сейчас вот тут что будете делать? Тут вбивать будете или ленточно? Как? Нет, здесь монолитные стаканы будут. У нас же колонны, дали колонны, будут только стаканы. Сейчас разбивку сделали, сегодня эти отметки тоже отбили. Начнем копать. Вы уже вагончики не вижу. Вот вагончики подвезли. То есть вы уже, чтобы не получилось, что я приехал, уехал, потом здесь люди перестают работать. Хорошо. Ладно. У нас на будущее что тогда по Тимясово? Какие задачи? По Тимясово то, что мы определили, опять-таки, газификацией, это мы занимаемся, это внутрипоселковый, это наше, как говорится, обязательство, занимаемся во все. И будем «Газпром» подтягивать за счет спецнадбавок уже по району, я имею в виду. А земля есть, молодежь строится, нет? Строится, да? Очень много. Очень много, да? Да, вот эти 7 улиц у меня совершенно новые они И были. вот они сейчас отсыпали и Да, уже там... отсыпали, да. А здесь что, у нас амбулатория или ФАП? У нас Сельская участковая больница. участковая больница. В каком состоянии? Ну, сама по себе участковая больница принимает, главврач заболел, сейчас тоже... Ну, нормально состояние? Да, нормально. Да? Ну, то есть я понимал, что вот все, ФОК строю, дороги делаем, рабочие места вы занимаетесь. Да, вот, да. И мы как бы занимаемся другими делами. А так у нас все есть пока. Хорошо. Лично на контроль, лично, я даже вас, знаете, как, ну, я не знаю, там раз в 3 недели, раз в месяц сюда приезжать и договариваемся. Смотрите, я все-таки как бы сделал. Октябрь это хорошо. Давайте 1 сентября подарим, вот 1 сентября. Успеете? 1 сентября, если вы так сделаете, мы бы на 1 сентября приехали, там, открыли и сделали. Так? Вы за это время дороги сделаете? Да. Мне сейчас Тимясово понравился. Порядок, чисто, хорошо. Вот молодец, вот так и надо. Я говорю, молодец. Молодец она, да. Я говорю, деревня же, она из заборов начинается, и дороги. Да. Вот видно, что позанимались. Ладно, поехали дальше. Ну, вы поручили построить здесь ФОК, и вот уже работы внепланового средства выделили. Это крайняя необходимость была для тебя. Потому что один Аллах знает, как я деньги нашел на этот ФОК, потому что я говорил, что мы очень серьезно пострадали из-за всех этих событий. Денег нету, но мы обещал людям. Люди здесь пришли тогда, большая группа, очень просили. 7 тысяч людей живут. Ни одного толком спортивного объекта. Мы решили сюда сразу и с бассейном еще сделать. Поэтому так, порадоваться приехал на самом деле, поконтролировать. Очень жестко будем контролировать, 1 сентября откроем. 2021 года. В следующем году. 1 сентября.
Спасибо. Спасибо, все хорошо.